Evet, sayılı dostlar, yayınımız devam etti. Stüdyamızda da bir musafir var ve bugün biz berge hakkında laf edeceğiz. Aslında единый налог на вмененный доход. Bu nedir? Eken bunu şimdi biz öğreneceğiz ve bilgenimiz gibi 2021 senesinden 1 yanvardan bu berge çeşidi aslında lahu edilecek ve onun yerine iş adamları neni saylamağa gerekler. Bu haqda bizim musafirimiz şimdi sizge tarif edecek. Elbette musafirimizni taqdim etmege aşıqamiz. Bizim stüdyamızda Qrim Cumhuriyeti boyunca Rusiya Federal Bergi Xizmetining yuridik shaxslar gelirlerini belgilendiruv bo'limining rehberi Olga Pervashova. Здравствуйте. Доброе утро. Рада приветствовать вас в нашей студии. Как настроение? Прекрасно. Скоро Новый год. В 2021 году жителей Крыма ждут некие изменения, и все-таки хотелось бы поговорить об этом подробнее, и хотелось бы начать с такого простого вопроса, да, простой обывательский вопрос. На что выгоднее всего сменить единый налог на вмененный доход? Ну, прежде всего, да, мы определяем то, что однозначно, это уже четко определено и всем понятно, и никаких других двусмысленностей быть не может. Единый налог на вмененный доход будет автоматически прекращен и отменен с 1 января 2021 года. Поэтому всем тем, кто его применял и использовал до этого, придется сделать какой-либо выбор. Что выгоднее, что интереснее, зависит от того, чем конкретно занимается, в частности, индивидуальный предприниматель, потому что организация, использующая единый налог на вмененный доход, немного в территории Республики Крым, но, тем не менее, им тоже придется сделать определенный выбор. А выбор предпринимателей будет зависеть прежде всего, конечно, в том числе от тех изменений, которые произошли в этом году. Принято достаточно большое количество изменений в налоговое законодательство, в том числе и в федеральное, в налоговый кодекс, в части изменений, которые вынуждены, в общем-то, были признать и внести какие-то изменения. Ну и, конечно же, в местное законодательство, в закон о патентной системе налогообложения. Все это опубликовано, везде размещено, все могут с этим ознакомиться, поэтому сказать, кому конкретно с чем будет интереснее и выгоднее, я не смогу. Это очень индивидуальный вопрос. Очень важно сделать определенные расчеты, но сервисы налоговой службы помогают им это сделать. Разработаны специальные программы, куда можно ввести свои определенные данные, конкретные, индивидуальные, и машина выдаст варианты, которые наиболее приемлемы, да, наиболее подходят. Ну, я думаю, что выбор для многих индивидуальных предпринимателей будет очевиден. И чего нам бы хотелось, чтобы они все-таки с этим выбором определились уже очень оперативно, потому что времени осталось совсем немного. Нам тоже нужно осуществить свои необходимые функции, обеспечить нормальную работу системы и предпринимателей с 1 января 2021 года, а нам тоже очень хочется отдохнуть на новогодних каникулах, а не выходить на работу, чтобы все замечательно было внесено и работало. Поэтому вот и сейчас мы такую активную информационную кампанию проводим и точечно обращаемся к плательщикам путем направления сообщений. Вот используем, благодаря вам, спасибо, информационные ресурсы, средства массовой информации для того, чтобы доносить ту информацию, что нужно к нам сейчас обращаться и сделать свой выбор. Допустим, предприниматель определился с выбором перехода. Каким образом определен переход на другой режим? Куда нужно обращаться? Об этом, обращаться, конечно же, в налоговую службу путем подачи определенных документов. Если плательщик решит, что с 1 января 2021 года ему удобнее использовать упрощенную систему налогообложения, выгоднее, удобнее, тут разные слова могут к этому подходить, к определению, ему нужно будет подать определенное уведомление, установленная форма, это понятно, пути подачи разные, в рамках сложившейся ситуации их возможно использовать. Это уведомление, его обязательно подать до 31 декабря. Но мы тоже очень надеемся, что не 31 декабря все наши уважаемые налогоплательщики к нам придут. А что касается выбора патентной системы налогообложения, тоже существует определенная форма уведомления нас в виде заявления. И это заявление нужно подать за 10 дней до того дня, когда, то есть если мы говорим о 1 января, с 1 января, потому что предприниматели-то наши 1 января будут работать, это наиболее сладкие, наверное, для них дни, то его нужно подать за 10 рабочих дней, и предельный день будет 17 декабря. Вот почему мы об этом говорим, что выбор вот нужно делать прямо вот в ближайшие дни, подавая это заявление, чтобы тоже, то есть порядка 6 тысяч еще плательщиков на сегодня с таким выбором не определились, бывших ЕНВДшников, вот я имею в виду.
И нам нужно, чтобы они пришли. Если эти 6 тысяч придут одновременно к нам 17 Конечно. декабря, мы тоже, наверное, немножко захлебнемся. Всем будет это не очень приятно. Поэтому хотелось бы этот процесс сделать гармоничным и постепенным. Я надеюсь, что всех наших уважаемых налогоплательщиков постепенно в виде заявления или уведомления мы увидим, в кавычках, если можно так сказать, в налоговой службе. А возможно ли в онлайн-режиме подать заявление? Да, конечно, это возможно. Единственный есть момент, есть несколько способов этого, либо через личный кабинет налогоплательщика, либо путем просто телекоммуникационной связи. Но для подачи этого уведомления, так как это серьезный выбор, система налогообложения, это важно. Для определения мы должны быть уверены в том, что это сделал именно этот плательщик. Заявление или уведомление должно быть подписано электронной цифровой подписью. Не просто направлено, а именно подписано. И вот это такой важный момент, наверное, стоит на этом акцентировать внимание, что просто направление этого уведомления может не решить проблему. Оно должно быть обязательно серьезно подписано этой подписью. А эта подпись стоит неких денег у операторов телекоммуникационной связи, которые обслуживают эту систему. Поэтому вот тут тоже надо внимательно. Но данный год истекающий, надеемся, следующий будет гораздо благополучнее, изменил наши взаимоотношения. Мы перешли на более часто используемый метод именно общения по телекоммуникационным каналам связи, и плательщики к этому привыкли, очень многие сделали эту подпись, поэтому я думаю, что и дальше наше общение будет именно в таком режиме, в таком порядке. А если ранее предприниматель уже совмещал единый налог на вмененный доход с другими режимами, то нужно ли ему подавать заявление в этом случае? Если его все устраивает, и тот совмещенный режим, то есть ЕНВД мы отменяем, упрощенная система у плательщика остается. И она его устраивает. Там есть два объекта налогообложения, доходы или доходы минус расходы. Вот у него до этого был избран доходы. И он понимает, что 2021 года это его устраивает. Ничего нового подавать не нужно. Это заявление не на год, уведомление до того момента, пока плательщик не решит, что что-то хочет изменить, и может это сделать только раз в год. Поэтому, если все предыдущие, все выборы устраивают, ничего делать другого не нужно. То есть этот режим автоматически отключается, а тот остается действовать, да, совмещенный. Если же какие-то изменения желает плательщик произвести, да, то изменить это уведомление нужно. Но даже скажу больше, если вот сейчас до конца года налогоплательщики будут менять свой выбор, например, вот завтра подаст уведомление о том, что хочет применять УСН доходы. А через неделю, вот что-то там подсчитав еще, мало ли как-то изменилась ситуация, да, в его бизнесе, он решит, что ему все-таки приемлемые доходы минус расходы. Он может до 31 декабря изменить свой выбор и до начала налогового периода подать еще новое уведомление и изменить. Ну, вот крайнее, последнее будет уже считаться последним актуальным. Поэтому, причем даже отменять предыдущее, никаких заявлений, ничего не нужно. То есть просто подать новое заявление на поданное, да, будет актуализировать эти данные. Этот год действительно такой непростой, да, для всех нас, для всего мира. Какие формы работы с налогоплательщиками практикуются у вас на сегодняшний день, и есть ли обратная связь? Ну, конечно, без этого уж никак. И все возможные системы и невозможные мы, естественно, используем. Прежде всего, это, конечно же, общение с нашими плательщиками через личный кабинет. Говорила уже об этом, что это в этом году очень прям получил такой толчок и интерес для всех. Ну, это действительно очень удобно. Естественно, по телекоммуникационным каналам связи, потому что это вообще очень простейший. Ну, это, по сути, обычный мессенджер, как вот мы с вами используем в повседневной жизни. То есть и мы посылаем какие-то свои мысли, идеи, вопросы, и плательщик нам точно так же может ответить, и любые вопросы задать, и нам ответить на наши вопросы. Это очень удобно. Но также, естественно, почта, обычная почтовая связь, все работает. Но в свете сложившейся ситуации мы активно используем боксы при входе в налоговый орган, да, так как некое ограничение все-таки есть. Это обычные боксы, в которых плательщик может прийти, опустить документы, и мы потом определенным образом их оттуда изымаем, обрабатываем, но обратной связи уже общаемся другими возможными способами, где-то используем и телефонную связь. Поэтому вот тоже огромная просьба к плательщикам, подавая уведомления, заявления, любую переписку, которую он с нами осуществляет, обязательно указывать мобильный телефон. Это очень удобно для обратной связи в том числе. Ну и, конечно же, в принципе, действует до сих пор возможность очного общения с инспектором, единственное, по предварительной записи, дабы избежать каких-то
скоплений, да? массовых Ага. скоплений людей, да, мы вынуждены внедрить сейчас предварительную запись во всех наших территориальных налоговых органах. Ну, в принципе, это работает. В общем-то, все более-менее уже к этому привыкли. Да, конечно, вот просто сегодня мне захотелось зайти в налоговый орган. Не совсем не это работает. сейчас получается. Но, тем не менее, мы стараемся находить все возможные способы, как и раньше, общаться с нашими налогоплательщиками. Ну, если резюмируя нашу беседу, вот лично ваше мнение, отмена единого налога на вмененный доход содержит больше плюсов, чем минусов? Наверное, да, потому что этот режим просто он стал несколько архаичным и уже не совсем даже, наверное, нужным и разумным в налогообложении. Потому что вмененный доход, на то и вмененный, что вне зависимости от фактически полученного дохода, избрав этот налоговый режим, налогоплательщик обязан оплатить определенную сумму налогов. В данной ситуации это, наверное, не совсем уже нужно, потому что не всегда наши получаемые доходы контролируемые и прогнозируемые, а налог платить нужно в любом случае. Все же остальные налоговые режимы, они предусматривают именно уплату налога от фактически полученного дохода, что, наверное, справедливее, даже если так можно сказать, в уплате налогов. Поэтому и внедрение контрольно-кассовой техники повсеместное для всех налоговых режимов, которое сейчас произошло. То есть все те изменения, которые все эти годы приходили, они планомерно привели к тому, что от такого режима налогообложения надо отказываться. Предприниматели как можно быстрее должны сделать свой выбор, как вы уже Да. сказали, да, но все-таки, чтобы получить подробную информацию, куда можно обратиться? Можно ли позвонить по какому-то номеру телефона, чтобы получить подробную информацию о всех режимах? Ну, наверное, конкретному налогоплательщику будет удобнее пообщаться со своим инспектором. Естественно, все телефоны у нас работают, все инспектора на местах, и все принимают звонки и общаются. Но если есть какой-то глобальный вопрос, и необходимо обращение в управление Федеральной налоговой службы, представителем которого я являюсь, то это телефон 54 80 35. Это, можно сказать, такая на сегодня горячая линия по ЕНВД. Мы отвечаем на какие-то непосредственно... Но если это конкретный какой-то индивидуальный вопрос, все-таки, наверное, лучше обратиться к своему инспектору по телефонам конкретно в городе, в том, в котором проживает, в населенном пункте, в котором проживает налогоплательщик. Но при этом все телефоны налоговой службы, все горячие линии сейчас работают на ЕНВД. Мы очень надеемся, что этот переход будет спокойным, успешным прежде всего, что у нас не будет и у плательщиков не будет проблем с 1 января 2021 года. И мы очень так поэтапно и спокойно войдем в этот Успешным и режим. своевременным. Своевременно, да, потому что не хотелось бы на следующий год наших плательщиков привлекать к каким-то штрафным санкциям, пеням и так далее, просто из-за того, что они не успели или не сочли нужным сделать этот определенный выбор. Тут уже выбора в том, что нужно сделать выбор, у наших налогоплательщиков нет. Спасибо за информацию, спасибо, И вам что спасибо. посетили нас сегодня в преддверии новогодних праздников. Что пожелаете телезрителям? Конечно же, прежде всего здоровья будут тут банальные, и, конечно же, наверное, какой-то гармонии в душе, в жизни, в том, чтобы мы с радостью шли на работу и с счастьем возвращались домой. О, Что это еще очень можно важно. пожелать? Спасибо большое. Мы вам желаем успехов и хорошего дня. Спасибо взаимно. Валетов сайладаслар, субетіміз соңына келді. Программамыз седе вам еттен. Да, бір кере сізге балалар адлы рубриканы сейретмеге теклиф етеміз.